На луга техника пригородного вышла еще 10 июля, но начало страды сильно тормозит нестабильная погода. То жара стоит, то дожди льют. Сено то и дело приходится сушить заново, от чего страдает качество. А при длительных ливнях корма вовсе чернеют, а значит, они уже непригодны к заготовке. Это при том, что в этом году травостой отличный, отмечают агрономы. Тепла и влаги достаточно, да и своевременная подкормка сделала свое дело. Трава хорошая, да, вот как бы в этом году. Сегодня позже выехали, успела вырасти. На сегодня в хозяйстве пока скосили 51 гектар из 700, запрессовали 141 тонну сенажа. Техника при возможности работает в 2 смены, чтобы успеть в сухие дни заготовить как можно больше, да и график догнать. На луга пригородный вышел с отставанием на 2 недели позже обычного. Из-за холодной весны затянулась посадка картофеля, обработка капусты. Все будет зависеть от погоды. Говорят, что в этом году лето будет не чуть лучше, чем в прошлом году. Так что у нас очень мало времени, чтобы заготовить корма. А еще одной головной болью стало больше. Не хватает площадей для покоса. Прошлогодний сезон, прошлогоднее лето было очень довольно влажным. И техникой много перепорчено, клеток много перепорчено, перепахано. Поэтому в этом году немножко затруднительно собрать такое количество кормов. То, что запланировали? Да. И как будете из ситуации? И ищут возможности, где-то заброшенные поля, где-то удаленные участки придется скашивать. А чтобы почти 1000-е стадо предприятия могло перезимовать сытно, заготовить надо 420 тонн сена, около 3000 силоса, 4000 тонн сенажа. Если, конечно, позволит погода. Прошлогодних кормов, например, на весь сезон не хватило. Уже в мае хозяйству пришлось срочно закупать его на бирже. Елена Кононова, Игорь Семяшкин и Роман Боровиков, телеканал Юрган.